Абру выдали замуж без ее согласия. Она пришла жить в дом к супругу. Невестка справлялась со всей работой дома, но свекор и свекровь были недовольны. Абру покорно терпела все унижения. Женщина надеялась, что с рождением ребенка все изменится. Но родственники мужа настраивали сына против жены, и муж стал избивать Абру. Абру продолжала терпеть. Женщина надеялась, что с рождением второго ребенка все изменится. Однажды муж избил Абру так, что она не смогла встать. Муж пригрозил ей, что снова проучит ее, если Абру не сможет найти общий язык с его родителями. Но Абру больше не могла терпеть психологического и физического насилия. Она вспомнила, что односельчане часто обращаются за помощью к юристу Государственного юридического бюро. Женщина пошла к нему. Выслушав Абру, юрист подготовил заявление о выдаче запретного предписания и направил его в отдел внутренних дел по месту жительства Абру. Сотрудники милиции выдали защитное предписание мужу Абру и запретили ему приближаться к Абру и детям в течение 15 дней. Несмотря на то, что муж применял насилие в отношении Абру, она не хотела ему зла, но она решила подать на развод, и юрист помог подготовить все документы. В суде согласились, Абру имеет право жить со своими детьми и получать от мужа алименты. У Абру не было денег, чтобы заплатить юристу, но она получила юридическую помощь совершенно бесплатно.